Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Итак, дамы и господа, давайте скорее с вами научимся здороваться по-казахски. В прошлый раз мы научились говорить сәлеметсізбе или сәлеметсіздерме. Не помню, что-то из этого было. Проверьте. А сегодня мы с вами научимся говорить қайырлы таң, доброе утро, қайырлы күн, добрый день, қайырлы кеш, добрый вечер и қайырлы түн, доброй ночи. Разбираем первое главное слово, которое объединяет эти 4 словосочетания. Слово «кайрла». Итак, для того, чтобы его прочитать, нужно это слово, в общем, как любое слово, разделить по слогам. Кай, кайр, кайрла. Сначала пробуем читать через обычную букву «К». Кайрла. И понимаем, что здесь что-то не то. И вот, чтобы прочитать букву «К» с хвостиком снизу, нужно просто откашляться или отхаркнуться. Через букву «К» обыкновенную пробуем. К. Надеюсь, у вас все прекрасно получается. Кай, кайр, кайрла. Буква «ы», в отличие от русской версии, читается, конечно же, но очень коротко. Кайрла, кай, кайр, кайрла. И едем дальше. Или летим. В общем, первое короткое слово – слово «таң». И как же его прочитать? В принципе, так и прочитать. Сначала через обыкновенную букву «н», «тан», а теперь нужно понять, как читать букву «н» с хвостиком. Нужно кончиком языка тянуться там во рту к верхнему небу. Да, и произносить обычную букву «н». Но вы скажете, в чем же магия? Магия в том, что вы будете тянуться к верхнему небу, но не дотянетесь. Конечно, дотянуться до него можно, но не нужно. Нам же нужно все-таки извлечь звук Пробуйте, я думаю, у вас все должно получиться. А если вы изучаете английский язык, то вам будет еще проще. В таких словах, как English, morning, evening, буквосочетания буквы N и буквы G как раз-таки дают вот этот вот сонорный звук таң. Надеюсь, у вас все получается. Итак, следующее слово «күн». Чтобы его прочитать, за основу нужно взять, чтобы прочитать вот эту вот букву «у», да, недописанную, за основу нужно взять букву «ю» и прочитать через нее. «Күн», «күн», «күн». Думаю, у вас все получается. Следующее слово «кеш». «Қайырлы кеш», добрый вечер. Ничего сложного, как пишется, так и читается, и ничего не искажается. И заключительное слово «қайырлы түн». Түн. Здесь тоже за основу нужно взять букву «ю», чтобы прочитать вот эту вот недописанную букву «у». Но, смотрите, когда мы прочитаем через букву «ю», мы услышим «тюн», а это чересчур мягко. Так вот, буква «ü», это нечто среднее по мягкости между буквой «у» обыкновенной и буквой «ю», которая стоит после согласной. «Ü», «қайырлы түн», «түн», «түн». Как в слове «люк». Убираем букву «л», и буква «ю» звучит как «ü», «ü». А теперь давайте все целиком прочитаем. «Қайырлы таң», «қайырлы таң», доброе утро. «Қайырлы күн» или «қайырлы күн». Так тоже можно услышать. А все почему? Потому что слово «кайрла» заканчивается на букву «ы», а это буква гласная. А буква «к», она, соответственно, звончается. Становится звонкой. «Қайырлы күн». И так можно услышать. Следующее. «Қайырлы кеш», добрый вечер. И заключительное. «Қайырлы күн». «Қайырлы түн», доброй ночи. Итак, дамы и господа, я надеюсь, вы научились произносить эти интересные словосочетания, и теперь будете со всеми здороваться более интересно. С вами была я, Юлия from Казахстан. Увидимся в следующем.